Здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. А у нас сегодня традиционно в студии руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Я напомню, что мы изучаем историю башкирского народа через призму восстаний. И в последней нашей программе мы обсуждали башкирское восстание 1735-1740 годов и остановились на событиях, связанных с нападением на отряд генерала Румянцева, на которого в июне 1736 года напал предводитель, один из инициаторов восстания на Ногайской дороге, то есть на юге Башкирии, Келемяк Абыз Нурушев. Нападение было ночным, ошеломляющим. Там погибло как минимум 2 роты солдат. Ощутимый был удар, даже если мы будем сравнивать военные действия той поры, допустим, там на Турецком фронте, как раз вот в это время началась война с Турцией, да, то вот там даже, да, вот сравнимые вот такие потери происходили, там, допустим, какие-то столкновения происходят, ну и там отчет со стороны российских там погибло там 100, там 150 человек, со стороны турок, допустим, 2000, например, потому что уже тогда русская армия показала свое полное преимущество над турецкой. Но Румянцев, получается, не ожидал, разведчиков не было, это было полностью сюрпризом. Это было сюрпризом, ну, я не знаю, там таких ведь подробностей не описывается в рапорте, да, я не знаю, может быть, они там вот эти дозоры сняли как-то, я не знаю, одним словом, вот это было ночное нападение произведено. Буквально после этого нападения произошло другое событие в Башкиро-Ганинской волости. Атаковали отряд лан-милиции или вольницы, поскольку вооруженных сил не то чтобы не хватало, но нельзя было охватить огромную территорию, и власти практиковали формирование отряда вольницы. И вот из осинских, вот есть крепость Оса, сейчас такой небольшой город в Пермской области, а тогда такой был форпост, из осинских, царапульских и прочих там обывателей сформировали отряды вольницы. Это вот такая милиция вооруженная. Отряд шел в 1500 человек, и вот башкиры Ганинской волости напали и разгромили отряд вольницы. И узнав об этом, императрица Анна Ивановна написала Румянцеву: получена здесь ведомость, из которой усмотрели мы к великому нашему неудовольствию, что воры башкирцы Глинской, ну это ошибка, в Ганинской имеется в виду, вотчину баронов Строгановых, село Покровское, Крылово, тоже выжгли и скот покололи, и посланную партию из Оренбурга в 1500 человек в той же Глинской волости в деревне Куземьяровой разбили, а вы, будучи там с корпусом около 15 тысяч человек, состоящим для охранения наших подданных, надлежащей предосторожности не учинили. И что вы требовали вдобавок войск, то повелели мы нашему генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху при нынешнем расположении войска еще 2 полка драгунских с добрыми командирами к вам отправить. Я уже говорил же, значит, шла война турецкая. Фельдмаршал Миних в это время воевал в Крыму. Восстание он было в Башкирии настолько сильно, что вот даже правительство приняло решение из действующей армии отозвать 2 драгунских полка и перекинуть на Румянцеву. 2 такие крупные неудачи, и вот, видимо, с Румянцевым, я не знаю, он впал в такую депрессию. Вот после этого он подал рапорт, чтобы его все, так скажем, убрали оттуда, и попросился на действующий фронт. И вот он отбыл туда. Но самое страшное, что правительство, вот, допустим, до 1736 года правительство Анны Ивановны пыталось не то чтобы найти общий язык, но пыталось вот такими увещеваниями повлиять на лидеров движения. Императрица даже вот в своем указе снизошла до того, чтобы упомянуть и обратиться даже к Келемяку Нурушеву, чтобы он сложил оружие, прекратил движение. Но видит вот такие события. Кстати, в эскалации конфликта, вот как мы говорили в прошлой программе, намеренно он был эскалирован со стороны вот Тевкелевых и особенно Кириллова. Они не хотели прекращать Оренбургскую экспедицию, поскольку вот когда восстание началось, власти уже все, значит, дали указание остановиться, и фактически вот она была под угрозой срыва. Как я уже говорил в прошлой программе, специально была устроена резня в деревне Сиянтуз, которая подогрела вот эти страсти, восстание поголовно всю Башкирию охватило, и вот на этой волне, а правительство, это как и сейчас, оно не имеет ясной картины, и, в общем-то, ориентируется на то, какие идут рапорты с мест, то же самое. Там, что Путину положит на стол, ну, в общем-то, он, исходя из этого, из той аналитики, он принимает решение. Также и там, то есть не было и полной ясной картины, и вот было принято решение под действием вот этих рапортов, которые приходили с места от Кириллова, которые ситуацию показывали не совсем в том свете, каковой она была на самом деле. А вот он убеждал, что да, все это ерунда, в общем-то, мы так сейчас шапками закидаем всех. И вот выходит указ 16 февраля 1736 года, правительственный указ Анны Ивановны на беспощадное подавление башкирского восстания. Божьей милостью мы, Анна Императрица, самодержица всероссийская, и говорится, что надо полностью расправляться с восстанием, и перечисляются войска, которые туда направлялись, свыше 22 тысяч человек. Это армия огромная по тем временам. 10 драгунских, пехотных, гарнизонных, конных милицейских полков, также крупные отряды яйцких казаков, дворян, служилых татар, калмыков.
всего более 22 тысяч. Но самое там было вот такой изуитский пунктик такой. Вот в прошлой программе же мы говорили, что вот особенно вот во время восстания Алдаровщины и до этого в Башкирии оказалось очень много сходцев, да, там выходцев из переселенцев, которые бежали, кто переселились, которые были приняты башкирами на землю в качестве арендаторов этой земли. Многие из них попали, так скажем, в сословную группу типтярей, бабылей, ну или просто как припущенники приехали, в общем-то, арендаторы. И вот многие задолжали, там и власти попытались их вывести, половину вывели, но большая часть осталась. И вот принимается такой указ, направленный на то, чтобы спровоцировать конфликт между башкирами и вот этим населением, которое осело, и кто-то лет 30, кто-то больше уже проживал, кто-то уже, может быть, во втором поколении, да, проживали на башкирской земле, и вот нужно было вот спровоцировать. Вот этот конфликт, его, конечно, можно там назвать и конфликтом межнациональным, искусственно спровоцированным, а можно и говорить по-другому, рассматривать, что это, может быть, даже был классовый конфликт, поскольку, я уже говорил же, отношение башкир и их арендаторов было вот оно очень похоже на отношения помещиков, да, и их крестьян. А каким образом правительство этот конфликт провоцировало дополнительно? Вот указ от 11 февраля. Служило мещерякам от башкирцев быть отделенным и за их верность и службу, что они к противности башкирцев не пристали и против них служили, земли и угодья, которыми они по найму у башкирцев владели, а те башкирцы были в воровстве и бунте, те дать им вечно безоброчно. Застарелых типтярей и бабылей, по примеру мещеряков, от башкирского послушания отрешить. И за претерпенное им разорение от воров башкирцев оброком им платить не велеть. И так далее, и так далее. И вот как писал Татищев дальше, этот известный человек, первый русский историк, птенец гнезда Петрова, тот человек, который в это время руководил всеми горными заводами Урала, писал: «Мещеряки и ясашны жили, и башкирцам оброк платили, а наипаче, что на башкирцев, как на господ работали». Сказали: вот вы теперь все, не то что свободны, вот если будете против башкиров воевать, вот эти земли, на которые вы сидели, она вам достанется не то чтобы в собственность, она будет государственной, но вы башкирам оброк платить не будете. Вот такая ерунда. И вот тут все началось. К подавлению восстания были также привлечены татарские мурзы, то есть это уже Казанского уезда. В Казанской губернии служил их мурз, которые воров башкирцев сокращали за такую их показанную верность определить в службу по-прежнему. И от корабельной работы, вот была такая лашман у них служба, самая нелюбимая, так же, как и когда в службе берут, от подушного платежа освободить. Плюс там спровоцировали на башкиров нападение казахов, в Башкирию вторгся, значит, казахский отряд. В общем-то, со всех сторон, кроме правительственных войск, вот башкирам пришлось, повстанцам, со всех сторон отбиваться от отрядов собственных арендаторов, бывших, так скажем, да. Хотя, конечно, они самостоятельно не действовали, в основном они находились при военных командах, играли там в большей степени вот таких роли разведчиков, показывали, поскольку они всех там знали, да, где находится база повстанцев, там многих предводителей в лицо знали. И началось вот такое очень такая трагическая, я бы сказал, страница в истории всего Башкортостана, Башкирии, которая потом еще будет аукаться и аукаться в будущем. А, кстати, насколько успешны были вот эти вот припущенники в своих действиях? Как вам сказать? Вот, условно говоря, идет царский отряд какой-то, да, там, регулярной армии, и вот, допустим, им придается, там, я не знаю, 200 человек, вот этих, так скажем, арендаторов вооруженных, там, я не знаю, там, чем попало, но, тем не менее, вот отряд такой партизанский при них находится. Но восстание продолжалось, потом перекинулось на Изаураля, и башкирский верный старшина Каратабынской волости Таймас Шаимов, о котором мы говорили в прошлой программе, которого дважды разбил хана Среднего Жуза Шамике хана, в общем-то, в разговоре с Татишевым, а он был верный старшина, говорил: башкирцы от безумства, как бешеные, одним плутом возмутясь, такую великую беду впали, и иные все видят и знают, что здесь, около границы, вольницу, то есть это вот этими отряды вольницы, и бегущих в снегах от стужи и голода померло 5000 человек, ну, башкир имеется в виду. Как сам видишь, что Терсятской, Санарянской и Мекотинской властей четвертой части не осталось. Что касается Заурали. Но что касается Юсупа Арыкова, одного из предводителей этого восстания, в общем-то, общественное мнение там сложилось так, что даже если ты Тархан, если ты, значит, там какой-то родовой бей там, или старшина, ты настолько был, скажем, зависим, да, от своего клана. Если вот мы возьмем историю Шотландии, там все шотландцы роялисты, потому что, значит, вот главы их кланов за короля. И то же самое, главы кланов, они от рядовых общинников очень сильно зависели, они никто, если нет у них поддержки в клане. Вот здесь то же самое это было. И вот общество собралось, и Юсупу сказали: вот видишь, к чему вы там привели, потому что Юсуп восстал из-за того, что на его земле Верхояицкую крепость построили. Вот видишь как, надо было, не знаю, что там говорилось, тем не менее, значит, Юсуп сказал, что он отдается в волю мирскую, хотя они мирские люди, его Юсупа связав, отошлют или самому велят свою голову нести генералу Татищеву. Вот такая, значит, ситуация. После того, как Юсуп оказался в руках, в Заурале главным предводителем стал Толькучура Алагулов. Это башкир Кудейской волости, соплеменник Салават Юлаева, можно сказать, предтеча такая, да, Салават Юлаева, который по военным качествам, он, конечно, был несравнимо
сильнее, чем Салават Юлаев. Но мы не сравниваем здесь военные, так скажем, таланты, или там была разная везде ситуация, ведь Салават — это символ. То есть мы еще поговорим в будущих передачах. Но вот Толкучура, что он сделал? Значит, то же самое в этом же 1936 году атаковал Астраханский Драгунский полк и разгромил его. Как минимум там человек 200 было убито. Сам полковник Мартаков был ранен. После этого Толкучура — это вот такой какой-то вообще интересный человек, достойный там, я не знаю, Фенемора Купера, там, если вот про индейцев, да, то есть он изобретательный был человек. Вот как пишет академик Лепехин в своих дневных заметках: башкирцы наибольшую свою злость при сих горах, это Красноуфимск, он решил напасть на Красноуфимскую крепость. И вот башкирцы при сих горах оказали. Они переправились через Уфу выше Красноуфимской крепости в намерении сделать нападение на Кунгур. Неосторожных драгунов, поставленных на караульной горе в 6 верстах от Красноуфимска, побили, которому жребию были подвержены высланные за ними в погоню еще 2 драгунские роты. После этого башкиры переоделись в драгунские формы и бросились к Ачетской крепости. Вот сейчас есть Ачет, там какой-то населенный пункт, но раньше это была крепость, надеясь захватить ее обманным путем. Однако их демаскировал оставленный в живых башкирами барабанщик. Потом к Каческой крепости подходили, и вот там же при любом отряде должен быть барабанщик, который заранее подает барабанным боем команду, чтобы крепость типа свои там уже сидят на караульной вышке дозорные, которые слышат соответствующую барабанный дробь, все растворяет ворота. Башкиры этот приказ знали, что без барабанщика туда не пустят. Но барабанщик оказался смелым человеком, который, не рача о своей жизни и наблюдая долг верного солдата, вместо похода забил тревогу. Барабанный дробь, короче, и все. И все поняли, ворота закрыли, и вот башкирам Толкучуре, в общем-то, не удалось захватить вот эту Ачетскую крепость. В общем-то, подводя итог военной кампании 1736 года, Румянцев уведомлял кабинет, что нынешним годом их, то есть башкир, более 10 тысяч человек было искоренено. Мы понимаем, что здесь вырезали всех подряд, в том числе и мирных жителей. Тут Татищев называл цифру 15 тысяч человек. Но что касается жертв со стороны правительственных войск, мы понимаем, да, что когда идет война, правительственные войска теряют в разы меньше, поскольку это же солдаты вооруженные, несет основные потери то население, которое проживает на этой территории. Вот здесь 10 или 15 тысяч называется. Но вот я подсчитал, что вот под всеми боями, которые происходили под Верхояицком, под Красноуфимск, Осой, там, деревнями Куба, Урмикеева и Кундишли, это вот в Балтаческом районе, там под крепостью Богданова очень сильные бои происходили. Вот даже по самым скромным подсчетам было убито более 1000 офицеров, драгун, солдат, казаков, милиционеров, нерегулярной конницы верных башкирских старшин и мишарей. А мы можем как-то оценить общее количество башкирского народа тогда, в этот период? Понимаете, там сложно оценивать, на самом деле. Но я думаю, что тогда она численность не очень-то большая была, да? Ну, может быть, в районе там 200 тысяч. То есть в процентном соотношении количество убитых было очень серьезное? Это очень серьезный был. Причем это первый год восстания. И вот я назвал потери правительственных войск и потом сравнил с потерями на русско-турецком фронте. В 1936 году в Башкирии правительственные войска потеряли больше, чем на фронте русско-турецкой войны. Как раз это был тоже первый год русско-турецкой войны. В будущем году уже восстание начало ослабевать в 1737 году. Какие причины? Во-первых, я же сказал, против башкир были подняты не только правительственные войска, но и вот, скажем, местное припущенческое население, раз, плюс казахские отряды помогали, плюс край был разорен, начался голод. Если вот мы сейчас посмотрим документы, там просто как бы кровь стынет, когда вот встречаешь документ, там матери продают детей своих, потому что были поставлены перед выбором, либо они умрут, дети, либо там продав их там какому-то уфимскому помещику, они, значит, да, уже будут, так скажем, там дворовыми людьми, но, по крайней мере, живы. Вот такой выбор, да, такой моральный, неприемлемый, да, непростой. Но, тем не менее, вот мы видим, массово родители продают своих детей, потому что есть нечего. Восстание стало потихоньку затухать, тем не менее, военные действия происходили, поднимаются новые, появляются вожди. Уже в 1737 году на Сибирской дороге одним из лидеров становится Бепени Труббердин, скажем, духовное лицо мулла Куваканской волости. Бепени Труббердин со своим отрядом атаковал Ямбурский драгунский полк во главе с майором Фишером. Была побита более роты личного состава, и майор Фишер тоже был убит. Было и там ряд других, значит, нападений, но часто все сводилось к противостоянию башкирских повстанцев и, вот, скажем, вот этого населения отрядами мишарских и башкирских верных старшин, серии нападений и так далее. Тогда же, в общем-то, возникла идея привлечь на свою сторону казахов. Мы говорили в прошлых программах, что пытались калмыков всегда привлечь, потом, значит, от этой идеи постепенно отказались уже. Вот эта мощь, влияние калмыков к этому времени уже упало, поскольку вот такая их активность была связана с деятельностью Аюки хана, который пытался, в общем-то, построить вот такую калмыцкую державу. Но вот к 30-м годам влияние в степи сходит на нет. А казахи, как я уже говорил в прошлой программе, в 1731 году приняли подданство, причем при посредничестве башкирских старшин. И вот возникла такая идея, что русское правительство, если они привлекут на
свою сторону Абулхайр-хана. Прикрываясь им, башкиры смогут себя немножко, так скажем, обезопасить, поскольку Абулхайр-хан новый русский подданный, и вот они скажут, мы провозгласили своим ханом Абулхайр-хан, и вот там временно нейтрализуют вот эти удары. Эта идея, она немножко была такая наивная, в общем-то. В итоге, в конце концов, когда башкиры поняли, что это тоже не имеет большого смысла, поскольку Абулхайр-хан приехал, там начал какие-то странные приказы писать уфимскому воеводе, я вот приказываю, как твой повелитель, прекращает нападать на моих подданных, башкир. В итоге, она ничем не кончилась, когда увидели власти, ведь, кто был там самый главный такой иезуит и интриган, это был Татищев, он тоже подослал своих людей, которые поговорили с Абулхайр-ханом и отговорили его от поддержки башкир. И поэтому Абулхайр-хан собрался и выдал одного из вождей башкирского восстания, Кусяпа Султангулова. Они, под видом того, что Абулхайр-хан хочет в Башкирии вместо себя поставить своего сына Хожахмета, поехали в Казахскую степь, проезжая мимо Оренбурга, майор Останков, комендант Оренбурга, сказал Абулхайр-хан, город твой, заезжай к нам в гости. Сначала они не хотели заезжать, оренбургский ахун Мансур Абдрахманов поклялся на Коране, что, ничего с ними не будет. Когда они заехали в город, Кусяп-Батыр был схвачен. И там не кричал, не возмущался Абулхайр-хан, может быть, это такая, деланное несколько было там возмущение. Тем не менее, Кусяпа Султангулову казнили. Но вот это описание его гибели, к сожалению, я с собой не взял это цитаты, но он погиб как настоящий герой. По нему надо фильм снимать, как «Храброе сердце». То есть я сначала, когда смотрел, думал, а в реальной жизни были ли такие случаи, кто себя ведет таким образом на эшафоте, да? И пример. Прямо на эшафоте Татищев ему говорит, почему так бунт начали. И он такие гордые речи начал произносить. Говорите мне такие речи, потому что я пойман, а если не был бы я пойман, вы по-другому говорили. Глупый мой народ, меня не послушали и все такое. И как писал Татищев, ничего, кроме злой свирепости от него не добившись, его там казнили. Такие герои, оказывается, были. Но это восстание, оно показало полный крах этой чингизидской идеи. Уже в 1737-38 году у башкир какие-то странные мысли стали возникать, что не провозгласить ли нам ханом своего же человека и своей среды. Те вещи, которые, скажем, 10 или 20 годами просто невозможно было подумать. И была идея, пишет, Мандара называли мы ханом смехом и говорили ему, что ты будешь хан. Также и он называется ханом, смеясь. Но это смеясь, да. А до этого они хотели провозгласить ханом только Чуру и так далее. То есть сама эта идея носилась. Но уже на заключительном этапе восстания в 1939 году в Башкирии появляется загадочная фигура Карасакала. Как выяснилось потом, Карасакал, во-первых, это прозвище. Карасакал переводится как «черная борода». И Рычков что писал. Часто упомянутый Карасакал, хотя о себе по всей Башкирии было и разгласил, и башкирцев, сообщников своих уверил, что он Салтан Гирей, кубанский владелец, и родословно свою роспись о себе рассеял. Но под следствием нашлось, что он был подлинный башкирец из Юрматынской волости, подлой породы. Простой, да. Но на самом деле это не так. Уже тогда эта пропаганда работала. Нужно было этот ореол, такую сакральность с Карасакала сбить, поэтому распространяли известие, что он никакой он там не хан, а просто подлый башкирец Юрматынской волости. На самом деле он был Кучумыч, он был на самом деле чингизид. Звали его Байбулат Хасанов. Почему он не назвался своим настоящим именем? Почему-то он предпочел называть себя Султан Гиреем, который прибыл с Кубани, кубанский владелец. Тогда Кубань же находилась под протекторатом Крымского ханства. Но это остается загадкой. Но тем не менее, он был провозглашен ханом Башкирии. Как раз на горе Туратау он скрывался в Юрматынской волости на самом деле. Почему потом этот факт, он был использован в пропагандистских целях, чтобы доказать, что он никакой, не чингизид. Там же он был провозглашен ханом, потому что Туратау — это место, где провозглашались башкирские ханы. И это последний хан Башкирии. Игнатьев в свое время писал, у него там статья, уфимский такой историк дореволюционный, Карасакал лжехан Башкирии. Хотя никакой он не лжехан, он на самом деле в прямом смысле был последним чингизидским ханом. Был провозглашен, там сейчас мы не будем описывать все, это же неинтересно, какие боевые действия происходили. В основном уже это восстание было на излете, уже серьезно в сопротивлении повстанцы уже не могли оказать, поскольку сил уже было недостаточно, войск было очень много, буквально там было ими охвачено в разных пунктах Башкирии, повсюду стояли эти воинские гарнизоны, лагеря и так далее. В общем-то, после нескольких сражений, в которых Карасакал был разбит, в итоге он бежал в Казахстан, и там уже начинается его другой период деятельности, поскольку он был такой авантюрист. Здесь он себя назвал кубанским владельцем Султан Гиреем, хотя был чингизидом Байбулатом. А он знал об этом?
Конечно, знал, все это знал, там все в документах есть. Потом, убежав в Казахстан, он казахам сказал, что он сын джунгарского правителя, грозной Джунгари, которая и заставила казахов принять подданство. Он себя назвал Шуна Батыром. Шуно — это, значит, волк по-монгольски. На самом деле у Галдан Цирена, одного из джунгарских правителей, был сын Шуна, который безвестно куда-то пропал. И вот среди джунгар ходили слухи, что он не умер, а где-то он скрывается. И вот он назвал себя такой Пугачев, да, а-ля Пугачев там для, значит, степи. Там создал такую головную боль для джунгарского ханства. Потом в итоге среди казахов, по-моему, старшего Жуза, ему было даже целое поколение, то есть поколение — это несколько племен казахских отдано в правление. Ну, вот так вот он жил, по-моему, до 1749 года. В общем-то, вот такой авантюрист и самозванец, да, везде, значит, он как-то умудрялся. Но, тем не менее, вот это восстание было закончено, подавлено. Это было первое такое восстание, которое башкиры потерпели поражение. Потом начались казни, следствие и так далее. Вот интересно, хочу прочитать. Тогда уже был командиром карательных войск генерал Урусов. Вот он около Оренбурга решил там такую показательную казнь устроить. Ближайших сподвижников, 11 сподвижников Росакала были посажены на кол. Там 85 человек повешены, потом там голову рубили бесконечное количество. Но самое интересное не это, а вот интересно то, что какую речь там она была произнесена. Зачитал им речь такую. «Отчаянные воры-башкирцы, разоритель своего покоя и отечества, в 1735 году, внезапно напав на идущие из Уфы Вологодского полка драгунские 5 рот, убили командующего подполковника Чирикова со многими людьми. В 1736 году вы же отважились нападение учинить на генерала господина Румянцева и великий вред причинили. Потом наибольший пакость чинили в командах полковников Арсеньева, Мартакова, Тевкелева, Мерзлякина. У всех оных командиров многие тысячи верных подданных, я императорского величества, рабов от вас пропало» и так далее. Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятно. Поэт, конечно, и сотой доли правды не знал, в общем, о том, что там происходило на самом деле. Ну, в общем-то, по разным оценкам, половина башкирского народа была истреблена в ходе этого восстания. И недаром некоторые авторы прямо называют это восстание геноцидом. Ну, геноцид — это слово такое. Оно сейчас преследует там определенные политические, меркантильные цели, да, там, допустим, там, если вот что-нибудь там против Израиля, сразу там апелляция к Холокосту, там, или то же самое в армянском вопросе. Да, все разыгрывается. Поэтому, когда говоришь вот геноцид, и сразу отсылка такая происходит, но, тем не менее, вот если вот абстрагируться от всех этих политических моментов, как просто как исторический факт, то ничего не остается, как сделать вывод, что да, действительно. Ведь геноцид, он как, он квалифицируется, чтобы было, скажем, соответствующее указание правительства. Вот, допустим, гитлеровская Германия, оно издало приказ уничтожить всех евреев. Геноцид армян, допустим, турки на каком основании отрицают? Что якобы, значит... Не было распоряжения. Да, не было специального распоряжения там турецкого султана уничтожить. Командиры там зверствовали на свой страх и усмотрение и в связи с войной и так далее. Вот здесь то же самое произошло, как в случае с армянским геноцидом. Поскольку не было приказа вот прямого правительства Анны Ивановны, но тем не менее геноцид произошел, половина и даже, может быть, больше истребления башкирского населения. Мы сегодня разбирали итоги башкирского восстания 1735-1740 годов. В следующей программе мы продолжим говорить о башкирских восстаниях и перейдем к событиям, наверное, 1755 года. В студии у нас сегодня были Руслан Валиев, Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо большое, Салават. Спасибо, до свидания.